17 августа 2020 года мы вынуждены были уехать из нашей страны. Вот мы приняли такое непростое решение. Вот, в первую очередь по причине того, что понимали, что это мы являемся как бы мишенью, которая может повредить нашему сыну. Вот, то есть через нас государство могло воздействовать на нашего сына. Вот, и такие прямые угрозы тоже были, да. Во-первых, мы замечали неоднократно людей, дежуривших около нашего подъезда. Вот, я замечала нехарактерные щелчки на телефоне при разговоре по телефону. То есть я настояла, наверное, прослушка. Но я не специалист, я, подчеркиваю, не могу это утверждать на 100%, но так было. Вот. Более того, мои друзья, особенно вот уже после выборов, они стали мне говорить, что им поступают на телефон звонки о том, что, пожалуйста, повлияйте на семью, чтобы родители вывезли Романа обратно в страну. Поэтому, когда произошел конфликт на Донбассе, он не смог остаться в стороне. Я не знаю, о каких фотографиях идет речь, и не могу говорить, изображен ли там наш сын. Поэтому доверять фотографиям, которые выложены в интернете и легко сделать с помощью фотошопа, я бы не стал. Касается слов, что мой сын воевал на Донбассе, я хочу сказать, что вы не воюете в горячих точках. Ведь ваше оружие — слово. И то, к чему стремился мой сын, поверьте, он с лет 15 хотел быть военным журналистом, для того, чтобы всегда быть в центре горячих точек. Я бы хотела передать своему сыну, чтобы он держался, помнил, что на него сейчас смотрят вся такая же прогрессивная, умная, красивая молодежь, что они гордятся им, что они смотрят на него и на его реакцию, на его поведение, на его мужество. Вы даже не представляете, сколько людей мне сейчас пишет и поддерживают меня, и говорят: Наталья, твой сын герой, поэтому держись, сынок, держись, мы тебя любим, и мы тебя вытащим. Услышали крик моей души сейчас, чтобы вы увидели слезы, чтобы вы увидели, как мне тяжело сейчас. Тяжело воспринимать эту абсурдную ситуацию. И я хочу, чтобы вы донесли. Szanowni Państwo, ja chcę, żebyście wy usłyszeli mój krzyk, krzyk mojej duszy, żebyście wy zrozumieli, jak nam jest teraz ciężko i jak my bardzo przeżywamy ten absurd i tą sytuację. Я хочу, чтобы вы донесли до многих людей, чтобы вы донесли эту информацию до правительств стран ЕС, до Америки, до президентов. Я умоляю, я взываю вас о помощи, я кричу: спасите Романа, спасите моего сына.